В Музее истории и культуры имени Эмилии Налимовой, что в райцентре Выльград, полным ходом идут ремонтные работы. Это единственное сохранившееся здание, которое было построено по проекту первого профессионального архитектора Александра Холопова. В Сыктывкаре есть еще одна его работа, 13-я школа, но, к несчастью, ее не удалось спасти. Уроженец Кочпана, тогда еще Выльградской волости, получил образование в Петербурге в Императорской академии художеств. Елена Кононова продолжит. Сегодня в музее имени Эмилии Налимовой вместо экспонатов леса и банки с красками. Обои содраны. За ними целая история. Эта деревянная стена может многое рассказать, как, например, в 1913 году для строительства земского училища почти каждая семья Выльграда принесла по бревну. Каждый венец пропустили через кольцо, чтобы диаметр был одинаковый для равномерной осадки и долговечности. Тогда строители знали толк в своем ремесле, и крепко стоящее здание спустя 100 лет тому доказательство. Сам подрядчик диву дается. Даже нижние венцы, например, от времени пострадали только частично. Мы уже не первый год работаем, и это для нас не первый объект, связанный с объектом культурного наследия. Но, если честно, мы тоже поражены, учитывая, что это здание деревянной постройки, не кирпичной, не какой-либо другой. И то, что уже более 100 лет зданию, здесь удивительно. Вообще и само здание сохранилось, и почти, за редким исключением, все художественные элементы, архитектурные, которые придают неповторимость, особенности этому зданию. Поэтому это такая очень интересная работа именно с этим зданием. Поэтому само здание важно сохранить в таком виде, каким оно было построено 100 лет назад по проекту первого архитектора Александра Холопова. Восстановить богатую резную декорацию, узорчатые карнизы, балкон, шпили, башню на крыше, то есть уникальный петушиный стиль, как называли национальное романтическое направление в русской архитектуре в начале 20 века. Внутри самих помещений, конечно же, обновят всю внутреннюю отделку стен, потолков, полы переберут и утеплят, электрику проведут новую, но не все здесь подлежит замене. Мы не можем использовать, скажем, пластиковые окна, мы должны использовать окна похожие, чтобы они были тоже изготовлены из дерева. И те окна, которые пострадали, они будут сделаны в соответствии с теми окнами, которые были у здания в настоящее время. Сохраняются перила. Печки сохраняются, потому что это действительно с 1913 года. Сохраняются двери, они только покраску производят дверей. На время ремонта экспонаты, а их более 11 тысяч, перенесли на первый этаж. Пока работы идут выше. Сотрудники тоже не сидят без дела. Многие выставки музея перекочевали в другие учреждения культуры. А напарник по креслу Владимира Муравьева, как в шутку его еще называют генеральный директор, Кот Пас Музеевич, находится в отпуске. Его на время забрала к себе одна из волонтеров. Про хвостатого Мурлыку мы показывали еще летом. То есть генеральный директор. По срокам новоселья здесь отметят под Новый год. А пока рабочие красят фасад и восстанавливают декоративные элементы. До наступления холодов надо успеть заменить оконные рамы, провести канализацию. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.